На улице Джабагиева в Карабулаке вместо шума попутных машин слышен звук работающей техники. Тут прокладывают новый водопровод. Работы ведутся в интенсивном режиме. Осталось всего неделя до 15 июня, когда центральный водопровод должен быть полностью отремонтирован. Начиная с импульса до Комарова улицы, Авулон, практически, Кирова улица, откачивался, но отходишь, улица, полностью струп отчила, до Кирова. Там осталось метр кусок сайда не спишь. Кольцер отчет дал, полностью был хистибям. Он был хабиш на нет, да, тракторы, три тракторы вел. КамАЗ на нет, да, вывози, хая балласта, полностью сбил хадия. Был без доктора. Новый водопровод протяженностью более 2 километров заменит старую ветхую систему, которая часто приводила к порывам и перебоям. Из-за аварии на старом железном трубопроводе практически половина дорожного полотна по улице Джабагиева разрушилась. Сейчас, после прокладки труб, дорожники сразу же приступили к укладке нового асфальта. У нас в городе Карабулак по улице Джабагиева и часть улицы Кирова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализатором которого является региональное министерство автомобильных дорог, проводится полная реконструкция дорожного полотна с установкой с обеих сторон бордюрного камня. Также тут будет организована пешеходная зона, также с обеих сторон проезжей части будет проходить тротуар, освещение. Для наших горожан это будет способствовать безопасному передвижению. Чтобы предотвратить разрушение дороги из-за аварии на водопроводе, власти города решили заменить старые железные трубы на современные полиуретановые диаметром 220 мм. Они способны выдержать давление до 16 атмосфер и прослужат не менее 70 лет. Гарантия митинг, толстостенный так, цендатуш, амаш, электросварка, у него 50 лет, 60 лет, гарантия митинг, он дукалатр. Меняют ветхий водопровод по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова. Единый оператор по водоснабжению и водоотведению отмечает, что после завершения работ значительно улучшится качество водоснабжения в Карабулаке. Вода теперь будет поступать даже в те районы, куда ранее она не доходила. Мы параллельно каждую улицу выводим новым трубопроводом. То есть ветхую часть трубопровода, пересекающую данную улицу, мы срезаем, устанавливаем колодцы, запорную арматуру, чтобы в дальнейшем могли по участкам проводить работу. Далее, я думаю, до конца месяца мы начнем работу по укладке трубопровода частично уже по пересекающимся улицам. То есть в основном первоочередно это Зязика у нас, Кирова, есть часть трубы, Комарова. Как мы знаем, летний период очень была сложная ситуация. Жители с нетерпением ждут окончания ремонта, надеясь на стабильное и качественное водоснабжение, а также на обновленные дороги, которых будут служить долгие годы. Единый оператор повторно напоминает, что в первую очередь, чтобы содержать систему водоснабжения, в норме необходимы материальные средства, а именно платежные поступления от абонентов. Большинство жителей игнорируют оплату платежей за коммунальную услугу. Те же самые трубы, насосы и другая техника требуют финансовых затрат. За их замену приходится платить, как и оплачивать заработную плату рабочим. Хорошая собираемость платежей позволит наладить техническую базу. Нам необходимо, чтобы именно население поняло, что нужно платить за этот ресурс. Этот ресурс добывается очень затратно. У нас более 520 человек штата, для понимания. Большие расходы электроэнергии на каждый добытый куб воды. Плюс сегодня у нас 30 градусов, большая просьба как-то бережно отнестись к воде, не тратить ее. Я понимаю, есть ситуации, где нужно поливать, но поливать дворы, для понимания, если вы как-то отнесетесь к этому, то у соседей будет вода, и ситуация у нас будет лучше. Платежная дисциплина остается у нас самой критичной ситуацией. Сегодня, благодаря поддержке главы субъекта и пилотному проекту правительства России, направленного на улучшение водоснабжения в Ингушетии, все эти работы получается реализовать. Но если потребители и дальше продолжат увиливать от оплаты долгов, то проблема с водой снова станет острой. Последние годы показали, насколько водоснабжение необходимо для комфортной жизни, но мало кто до сих пор задумывается о том, чтобы заключить договор с единым оператором и платить по счетам. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Хасан Евлоев, Магаз 24.